В 2016 году в Сибае единый государственный экзамен будут сдавать 360 человек. Большинство из них – учащиеся 11 классов. Вместе с ними испытания пройдут выпускники школ прошлых лет и средних специальных учебных заведений. Таких в этом году 45 человек. Для проведения государственной итоговой аттестации в городе Сибай создано 6 пунктов проведения. Сюда входят и пункты проведения экзаменов и по ОГЭ. Из них при школе номер 12 и в лицее номер 9. 3 пункта созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут сдавать на дому. И 1 пункт проведения при Башкирском лицее, тоже для детей с ограниченными возможностями здоровья в 9 классах. В текущем году выпускники будут также сдавать 2 основных экзамена по математике и русскому языку. Что касается предмета по выбору, на этот раз 11-классники Сибая отдали предпочтение обществознанию, физике, химии и биологии. В 2015 году выпускники столкнулись со сложностями при выборе базового и профильного уровня математики. Некоторые из учащихся, не рассчитав силы, сделали непосильный для себя выбор в пользу профильной математики, в результате чего 1 выпускник окончил школу со справкой, 6 человек поступили в СУЗы наравне с выпускниками 9 классов. В этом году более разумно подошли к вопросу выбора математики базовой. Мы знаем, что с прошлого года у нас математика разделена на 2 профиля, базовая и профильная. И вот когда в прошлом году первый раз ребята выбирали либо профильную, либо базовую, некоторые свои силы не учли и получили много отрицательного результата. Но в этом году в основном около 90% они выбрали и базовую, и профильную. В процедуре проведения ЕГЭ 2016 особых изменений нет. Основной его период начнется 27 мая. В этот день 11-классники пройдут испытания по географии и литературе. Что касается основного государственного экзамена, который будут сдавать выпускники 9 классов, он начнется днем ранее, 26 мая. Это сдача выпускниками 4 экзаменов. 2 экзамена обязательно русский и математика и 2 экзамена по выбору. Вот эти экзамены по выбору, они не влияют на получение аттестата, то есть даже в том случае, если ребенок не сдал или сдал на неудовлетворительный результат предмета по выбору, он имеет право получать аттестат, если русский язык и математика на положительную оценку получили. Но со следующего года вот эти все 4 экзамена будут влиять на аттестат. В этом учебном году процедура сдачи ОГЭ будет приближена к тому, как проводится единый госэкзамен в 11 классе. Проходить испытания 9-классники будут в пунктах проведения ЕГЭ, оснащенных необходимыми средствами наблюдения. Экзаменационные материалы теперь будут доставляться из регионального центра обработки информации, что позволит обеспечить их сохранность. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.